Башкортостан теперь представлен на футбольной арене на самом серьезном уровне. 2 года назад республика взяла курс на создание добротной команды и теперь ФК Уфа вошел в состав футбольной национальной лиги. Подробности в нашем следующем сюжете. Целый месяц продолжалась эпопея с вхождением Уфы в состав футбольной национальной лиги. Заочное противостояние с брянским «Динамо» в какой-то момент, казалось, уже закончилось. Бело-голубые заявили, что необходимое финансирование будет обеспечено, а футболисты готовились к новому сезону. Но позже стало известно, «Динамо» лишается необходимой лицензии и снимается с первенства. А значит, путь ФНЛ для Уфы был открыт. Такая неопределенность не могла не сказаться на подготовке команды. Изначально приглашенные футболисты за это время успели найти себе новые команды. А ведь состав подбирался неплохой и произвел впечатление даже на грозных армейцев из Москвы. Там один наш тоже играет из дубля. Он как бы сказал, что команда новая. Но я не знаю, думаю, так на уровне первой лиги это нормальная команда будет. А в настоящее время работа по комплектованию команды продолжается. Накануне стало известно, в башкирский клуб удалось привлечь воспитанника уфимского футбола Александра Васильева, права на которого принадлежат ЦСКА. Ведутся переговоры с еще одним маститым игроком, для которого Уфа не чужой город – Юрием Кирилловым из «Динамо». Но работа ведется не только на трансферном рынке. В 2013 году будет реконструирован стадион «Нефтяник». Столица Башкортостана получит современную футбольную арену, вмещающую 18 тысяч зрителей. А до этого горожане будут выступать на стадионе «Динамо». В первый сезон футбольной национальной лиги перед ФК Уфа стоит задача закрепиться во втором по силе эшелоне российского футбола. Бюджет на текущий год футбольного клуба Уфа достаточный для того, чтобы работать на самом высоком уровне в соответствии требованиям первого дивизиона. Свою первую игру ФНЛ горожане проведут в понедельник, 9 июля. А уже 16-го в Уфу нанесет визит московская «Торпедо». Вход на первую домашнюю игру для всех желающих будет свободным. Артем Кочешев, Валерий Габасов, Башкирское спутниковое телевидение.